Дарья Филимонова приехала из Братска, Иркутская область. На родине она преподавала в музыкальном колледже, но чуть больше года назад решила кардинально изменить жизнь и переехала в Якутию. Сегодня Дарья работает в Покровской детской школе искусств. Она обучает детей музыкально-теоретическим дисциплинам и ведет класс эстрадного вокала. А еще постепенно осваивает якутский язык. У меня есть ученица в вокальном классе, которая дома тоже разговаривает на якутском и очень хочет, чтобы я поскорее выучила этот язык. Она иногда меня обучает. Вот приходит на вокал и начинает на доске писать различные слова, заставляет меня учить. Таким образом мы обмениваемся опытом с ней. Я ее вокалу учу, она меня якутскому языку. Вот так вот. Тувинцы Мерген Куулар и его супруга прибыли в Якутию в 2023 году. Их пригласили работать в Центральную районную больницу, чтобы закрыть вакансии в амбулатории поселка Махсагаллох. Главной целью семьи было улучшение финансового положения. Единственное, что пугало новоприбывших – знаменитые якутские морозы. Вот тут, получается, в Махсагаллохе несколько зданий. Между зданиями находятся подземные переходы. Вот, когда устанавливается такая минусовая температура, мы представляли, как будто бы, что должны ходить по подземному переходу. То есть не выходя на улицу? Да. Однако через месяц после переезда пара узнала радостную новость. Они ждут ребенка. Проработав некоторое время, они вернулись на родину, чтобы его родить. Но как только малышу исполнилось полгода, Мерген и его жена вновь приехали в Якутию. Сейчас Мерген возглавляет поселковую амбулаторию, а его жена работает участковым терапевтом. Здравствуйте, ребята. Следующая героиня сюжета – Гиляна Дичинова из Калмыкии. Она преодолела на машине 2 недели пути через всю страну, чтобы добраться до своей новой точки назначения – поселка Махсагаллох. Здесь Гиляна устроилась учителем истории в среднюю школу. Сегодня она уже заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Гиляна не только преданный своему делу педагог, но и активный любитель отдыха на природе, ценитель неповторимой якутской красоты. Ленские столбы – это любимое место, место силы. На прошлой неделе мы совершали пеший тур в Кулатах, поэтому в Безанарии у нас пешие походы. Очень такая активная жизнь, что, я не знаю, Хангаласская земля меня встретила тепло. Я благодарна ей за это, и сейчас я себя ощущаю здесь, конечно, это не первый мой дом, есть малая родина, которую я все равно в отпуск езжу, набирая сил, а здесь это мой второй дом. Эти истории – лишь часть большого потока специалистов, которые ежегодно выбирают Хангаласский улус. Изначально многие едут сюда за стабильностью и возможностью реализовать свои профессиональные амбиции. Однако очень скоро происходит нечто иное. Они открывают для себя красоту местной природы, находят искренних друзей среди жителей района и принимают решение строить свое долгосрочное будущее именно здесь. Виолетта Засимова, Хангаласский улус.